Регулярно. Ты отъезжаешь от станции, связь пропадает. Подъезжаешь к станции, появляется. Казанцы говорят, даже в столице связь местами. У кого-то она пропадает на время, а в 22 населенных пунктах республики ее нет вовсе. Это более 1000 жителей. Задачу устранить пробелы Минсвязи поставила перед операторами. Обращаясь к оператору связи, это ваши абоненты, это наши сограждане. Необходимо обеспечить покрытие данных зон мобильной связи. В этом году здесь получили 390 жалоб на качество связи. Как показал наш опрос, таких обращений могло быть в разы больше. В район Дубьязов, Марик, куда едешь, да, там бывает пропадает. За городом, вы знаете, вот когда едешь в Орловку, там очень часто вот не бывает. До Ключищ все нормально, а вот эта сторона, где вот непосредственно сады связи, можно сказать, нету. В торговых центрах бывает и вот на нулевых этажах. И такие островки без связи есть даже в центре Казани. Но здесь причиной проблемы становится уже сам исторический облик здания, который не позволяет установить вышки связи. Сейчас абоненты обеспечены связью благодаря 20 тысячам базовых станций. Однако в дороге их сигнал теряется. На железной дороге люди чаще всего лишены возможности совершить даже экстренный звонок. К примеру, на участке от Казань-2 до Юдина связи нет на 50% дороги. Подобная ситуация и на трассах М7, Казань-Оренбург, Казань-Ульяновск. А ведь их поток составляет 40 тысяч автомобилей ежедневно. Для шагающих в ногу со временем актуальным остается переход на 5G. Город Казань – один из 3 городов России, который вошел в число тех городов, которые будут это направление развивать и отрабатывать. Мы сейчас стоим на пороге того, чтобы просто сформировать бизнес-требования там, где 5G, собственно говоря, будет быть применена и кто это потребитель. Создать такое покрытие в республике планируют в течение 2-3 лет после запуска первых элементов сети. Наталья Мезина, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Смотрите все новости дня, программы и фильмы в наилучшем качестве на YouTube-канале ТНВ. Подписывайтесь.